Абзираши мазхатили хопштрам, иснайгепш ехегим, ишзалахкайт ихазлым харазыштажа амчи бежезе ялкахаз, а спорт жабичкwe ераубаски аинтересызцова тема койгим. Абарт козегим шидгала хойта дыратыра спорта дунеячым. На студиях на Хасида Сагариябхам. Апсо спортсменша хапхилптыпква жбаргет пауэрлифтинга зиярту Европа чемпионатыгны. Аштанга аштыхрачы Артур Минасян жылар бжарапе классызмо спорта сказай нормативный где-то чемпионатычы. Ажа бежьяцерцует корреспондентша. Апсо спортсменша уажәшьҭа бжьынтәу по пауэрлифтинга за Европа чемпионат рҽаладырхәышьҭи. Сынтәахтәыла ргит жәҩык спортсменша. Артур Минасян шәҩба кила аштанга шьҭыхны жәлар бжьаратәи акласс змоу аспорт азҟаза инорматив наигӡеит. Хышықәса раԥхьа Артур аспорт азҟазахаразы акандидат инорматив наигӡахьан. Уи ашьҭахь аспорт азҟаза ахьыӡ ихьчеит. Артур иџьбароу ихьанҭоу аспорт хқәа иҽазыҟаиҵоит. Ақәԥаратә хкы армрестлинг дазҟазоуп. Пауэрлифтинг это три базовые направления. Это жим штанги лежа, становая тяга и приседы. А подъем бицепса это что-то новое вообще в принципе для нас. От Абхазии первый раз за всю историю я выступил, потому что до этого я выступал в жиме лежа, у меня есть какой-то уже бэкграунд, то есть мастер спорта. А в подъеме бицепса никакого направления не было. И он вообще взаимосвязан с моим основным видом спорта. Я являюсь членом сборной Краснодара по армрестлингу, а в армрестлинге подъем бицепса это как основное базовое движение. Вот в этом направлении я начал продвигаться, но это как просто увлечение. В основном мой основной вид спорта это армрестлинг. В экстремальном подъеме на бицепс они веса очень большие, колоссальные, очень мало в принципе ограничений, можно включать и спину, и передние дельты, и бицепс. Вообще основной группа мышц на бицепс работает. Вот именно что работает, какие группы задействованы? Бицепс, плечелучевая, в зависимости от обхвата, и супинат. Любой профессиональный спорт это травмоопасно, это очень вредно, поэтому когда вы выбираете профспорт, будьте готовы к серьезным последствиям касаемо здоровья. Артур Минасян реабилитологу аус рыциоид згобзира щекузырхуарыздыху хауапсыра репш забырцвырып тыглазаща ихтрастаху спортсменшеге. Подготовка начальных спортсменов, когда хотят поднять физическую часть, баскетболисты, футболисты, борцы, не имеет значения, всем нужна хорошая подготовка и как мы поднимаем их физические показатели. Мы пытаемся сделать нашу страну чуть лучше. Мы, занимаясь спортом, хотим быть мотиваторами для подрастающего поколения и призываем всех без исключения, и молодежь, и взрослых, занимайтесь спортом, ведь здоровой нации, здоровый дух. Адунезикпи допинг кодекси накуршена чемпионат куйрылаган за спортсменша допинг контроле хысует. Язгуата топха спортсменша уиша хысыз и хаюса за чемпионатача. У меня очень хорошая генетика. Когда не хватает генетики, приходится употреблять спортпит. Я против спортпита. Ну, это спортивные химические добавки. Да, ну, препарат это очень громко сказано. Просто добавки там, в виде креатина и тому подобное, протеинов. Я против. Из 45 участников почти 15 не прошли допинг-контроль. А это сейчас на чемпионате? Да, на чемпионате не прошли допинг-контроль, нас заставили по 2 раза сдавать. Те, кто участвует, сдает первый этап, ну так, легкой форме. А кто еще выигрывает или выполняет нормативы какие-то в виде как МСМК или МС, их отправляют на дополнительный допинг-контроль, но уже с понятыми. Следующий этап у меня будет по армрестлингу, выезд в промоушене «Арматура» в Москве. Я уже ранее до этого выступал в нем, занял 3-е место. Нужно вернуться за победой, за золотом, после чего будет чемпионат мира по тяжелым видам спорта. Уже это предварительные мои планы. Сначала арматура, потом чемпионат мира, и будем уже поднимать наш абхазский флаг на пьедестал мирового уровня. А пауэрлифтинга за Европа чемпионата же Камила Лакаша, а спорта схаза на норматив налагдзейт. Амина Кишмария и Снат Тарби, а спорта схаза хараза, а кандидаты нормативку дыршахатейт.
Это мое второе выступление на чемпионате Европы. В прошлом году я заняла тоже первое место, но я не смогла выполнить кандидата в мастера спорта. В этом году у меня, к счастью, это получилось сделать. Я взяла первое место в весовой категории до 60, взяла абсолютное первое место в весовой категории до 60. Я выступаю в тройборе, где жим, приседы, становая тяга. Сложнее всего мне дается присед после травмы. Вот. В остальном хорошо подтянулась. Мы готовились полгода. Мой тренер Владимир Габуния. Большая ему благодарность за то, что он меня ведет. Вообще привел в этот спорт он меня. Он увидел, что у меня получается тягать большие веса, и такой, давай попробуем. Первые выступления здесь прошли в элите, в Абхазии, и потом мы подготовились уже на чемпионат Европы в прошлом году. Там заняли призовое место, и все, меня затянуло. Я планирую сделать мастера спорта в троеборье. Очень хочу попасть на чемпионат мира в Москве, он пройдет. Буду готовиться. Тимур Габуни второй взрослый, причем он взял первое место в своей весовой категории. Владимир Габуни первое место в своей весовой категории. И Староженко малыши выступили даже хорошо для своего возраста. 9-10 лет мальчикам уже выступили. Общекомандное место еще не подсчитано. Очень много команд в соревновании приняло участие порядка 500 спортсменов. Но конкуренция была хорошая. Понимаете, дело в том, что, например, сочинцы, сильные команды. Здесь с учетом того, что 500 человек, вот, конкурентов очень много. И уже не важно, он, допустим, из России или из какой-то другой страны. Очень большая конкуренция. В моей весовой категории люди выступали, которые жали 200-210 килограмм. Вот, и так в каждой категории. Атып хатшахамик зарада хари имариама спорт хкарча зыкарцоид рабхи қайри хава дуни жлар бжарат биарина корақна ишик кило хагураргоид ахец харак квараюразам акишацам хохар хейта спортсменша. Я ходила в этот зал достаточно долгое время. В какой-то момент случайно познакомилась с Максимом Быковым. Можно сказать, он меня привел в этот спорт. Начал меня тренировать с временем. Ну, получается, год с лишним уже именно пауэрлифтингом занимаюсь, он меня готовит, и по ходу дела мне уже ясно было понятно, что мне это очень нравится, бороться с гравитацией, быть такой сильной, вот, начало получаться, и потом, соответственно, он предложил уже вот на официальные соревнования пойти, которые были. Я выступала до 75 килограмм, получается, я была в жиме лежа без экипировки, и пожала 80 килограмм. Вот, прошло все очень здорово, очень прикольно. Я, конечно, очень сильно волновалась, потому что, в принципе, вот сцена, публика и все такое. Первый раз. Ну, здесь мы тоже выступали, но в этом зале я уже как рыба в воде, не особо здесь стесняюсь, но там 3 попытки дается, и в первой попытке, мне кажется, меня очень стрессовало, но когда уже с первой попытки все пошло хорошо, я заняла первое место в своей весовой и, получается, выполнила мастера спорта по жиму лежа. Республика Кнагюни Жюекинерзина пшота пауэрлифтинга зчызыгъызцуа спортсменша. Имадзам уанзария спортхка арпарчаи хазчылым харартостки яхя тыпхача кырын бейхахи. Избан хъшъусыздзауазыр хатак сыздыром ихуит азыхъыцыр. Я считаю, что совершеннолетие. Все-таки, 16 лет уже можно начинать, но опять-таки все-таки 17-18 лет, когда ребенок уже вырос, когда ребенок осознанно понимает вообще, что он хочет. Потому что все обычно как приходят, так подкачаться, так же обычно бывает. Вот потом бросают, потом что-то не получается. А с возрастом человек более осознанно понимает. Все-таки штанга штука тяжелая. Вот, поэтому здесь, я считаю, надо подходить более щепетильно. Хотя 14-15 лет, если заниматься, то, в принципе, можно. Я сама с детства в спорте, я занималась легкой атлетикой и баскетболом, поэтому родители сами меня отправили на спорт. А все остальное они говорили, тебе железо не нужно. Я говорю, вы меня сами отправили, вот и затянула. Теперь что уже сказать. Поэтому мне как бы легче было. Я разные виды спорта пробовала и сейчас остановилась на этом. Единственное, что баскетбол хотелось бы продолжить, но из-за травмы я не могу продолжать его, к сожалению. И пауэрлифтинг тоже очень аккуратно. Если это все с умом, как бы к этому подходить постепенно, не гнаться за весами, оттачивать технику, то с вероятностью 99% никаких, ничего страшного не произойдет. Просто нужно к этому грамотный подход иметь. И часто меня тоже спрашивают, как ты, девочка, к этому пришла. Знаете, оно просто само.
просто ходила в зал, пришла вообще изначально похудеть. Да, но потом эти железные штуки меня к себе притянули, ну и еще так получилось, что я и, в принципе, сама по себе спортивная всегда была, очень по-любительски просто. Я просто всегда бегала, всегда делала кардио, какие-то растяжки, качалась. Вот, а пауэрлифтинг, вот я год назад узнала, что это такое, и вот оно меня так вот просто забрало себе, просто потому что мне так нравится все. Ну, дальше продолжать в этом двигаться, и я бы очень хотела бы стать мастером спорта по приседаниям, вот, через год, надеюсь, к этому приду, ну и по ходу дела буду смотреть. حبخ спортсмен شير زبشوب يحيخدو آيت سلابراكوام أورترالا خرزة وجنات أتشزقة سراكويرشوب أريا سبورت خلب شبايح نربيت تبحم دزم يعيو أكشقام أبخير قلنا هاو زهري هاجبايا خميك زري وباسقنوب على تشفاقي هنقلو А боксы за Халадатве федерал округ да чемпион хайт апсуа спортсмен Герман Гарджиния. Айцлабрами пысит яхысызат шарам шкурза Астрахань. Уезднегейт урастула нерегез а боксерча. А финал ирагна гадзбыльчейт шчакна рыцбамтала Герман Хаяйра игейт. Ари Хаяйра ха спортсмен и натуйтал шарам урастула чемпионат ачалар храм. Яхысызат шарам шкурзах республика кнымё пысит каякингазы ярту храча гаразым айцлабра. Каякинг гари хадсту экстремал спорт хкны пхядзоп хтылакным ария спорт хка халарчара айгоп яна юз. Апснатый хашха койргул суахдзесква аласри апшдзари амчрих нахва тыпын пеуапсыра репш иратшопас жилымхара астуапс шарахва харах яуам. А рафтинг каякинг репшиху уха айцлабра койчыркауит хтылакным. Асепша узмёбгат коречкара на туризма и экономика и рарчера яцхрауит. Сантапи айцлабра чала дырхуит урастыланпи вяжвифью каякинг с жилымхайчам. Я занимаюсь каякингом уже больше 10 лет примерно. Абхазия хорошо подходит для проведения соревнований. И если говорить именно про эту локацию, да. То есть речки Гега, Юбшара, те, которые протекают на территории Рицинского национального парка. Почему? Потому что здесь очень хорошая логистика, качество порогов, есть выбор участков по сложности. Сложные, простые, в зависимости от воды. Много воды сделали попроще, да? Мало воды сделали посложнее. То есть есть выбор. Здесь очень красивая природа. Здесь минимизировано присутствие человека, так скажем. Ну, то есть это все-таки национальный парк, здесь нет магазинов. Ну, то есть чистая природа, девственная. Надо сказать, что соревнования «Адреналин Рейс» они проходили раньше, 2 года подряд в Абхазии, в 2010-2011 году. И потом их закрыли по причине того, что сплав по рекам Юбшара и Гега был закрыт. Открыли эти реки только для соревнований. За это большое спасибо парку Рицинскому, что они нас допустили, проявили к нам доверие. Я цахтойтха программа шахопша нөспи анцамта. Ашьапылан балаз жәларбжьаратәи атурнир аихьӡара ахәыҷқәеи аҿари рыспорт иара иазкны имҩаԥысуеит. Уи акрызҵазкуа хҭысны иҟалеит. Атурнир Аԥсни Урыстәылеи еиуеиԥшым ақалақьқәа рҟынтә акомандақәа рхы аладырхәуеит. Аофициалтә аартра ашәаҳәареи акәашареи ацын, еизаз зегьы рзы аныҳәатә ҭагылазаашьа аԥҵан. Ари атурнир абаҩхатәра злоу аспортсменцәа ралгаара мацара акәымкәа, аҿаррыбжьара агәыбзиаратә ԥсҭазаашьа аларҵәара иацхраауеит. Урыстәылеи Аԥсни аспорт аҿы еиԥш уи анҭаӡгьы реимадара арӷәӷәара, аԥышәа аимадара иашьагәыҭхоит. Иажәыжәаба шықәсаҵоит, абри еиԥш иҟоу инырҭбааны, аҳабла цандреиԥш имҩаԥыргеижьҭеи. Аха ҳара даара ҳгәы иаахәеит, абас еиԥш иҟоу ахәҷырацәа Урыстәылантә иаҳҭааз ҳасасцәа, ҳашьцәа, иҭоуп ҳәа шәасҳәоит аамҭа алхны иахьа шәахҭааз. Иҭоуп ҳәа расҳәоит аха адгьыл разҭаз аиҳабцәа. Аԥсны аҳәынҭқарраҿы аусқәеи аспорт рзы аҳәынҭқарратәи еилагам аӡаныҟәгаҩ Идрис Карасмановлеи аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ Аԥсны аҳәынҭқарраҿы аусқәеи аспорт рзы аҳәынҭқарратәи еилага хантәаҩы Тараш Хагба ихьӡала ахәыҷқәа турнир аартра рыдиныҳәалеит.
Футбол – это больше, чем игра. Это универсальный язык, который объединяет народы и стирает границы. Сегодня на этом поле собрались команды, чтобы в честной и бескомпромиссной борьбе доказать свое мастерство, продемонстрировать силу духа и волю к победе. Мы рады видеть на нашей земле талантливых футболистов. Ваше присутствие превращает этот турнир в настоящий праздник международной дружбы и взаимопонимания. Хочу выразить искреннюю благодарность организаторам, партнерам, судейской бригаде, всем, чей труд сделал возможным это яркое событие. Спасибо за ваш профессионализм и преданность спорту. Дорогие футболисты, желаю вам захватывающих матчей, красивых голов, безупречной игры и, конечно же, честной спортивной удачи. А турнир Акзари Агуамчи Чирагузихари Ирсимвалопуи Алла Холоша Хаштрескум Апыши Жуларбжерапи Авидзера Джаргазера Арпшраза Алшара Курзапнацойт Хазгвартит, а турнир Асысча. Сегодня делайте первые шаги и в дальнейшем, чтобы удача вас сопутствовала, чтобы все у вас в жизни было хорошо, красиво, ярко. Футбол – это замечательная, красивая игра. Когда-то сами в него играли. Присутствуют футболисты бывшие. Это замечательный вид спорта. Благодаря этому виду спорта у нас очень много друзей. После того, как мы завершили играть в футбол, у нас дружба, общение сохраняется. Вот то же самое и вас это ожидает в будущем. Я желаю каждому из вас удачи, пусть победит сильнейший. Главное, чтобы вы на этом турнире получили удовольствие. Играть в футбол и получать удовольствие. Будьте здоровы все. Урыстула Аюдем Ратышарат Пехтачигу Калининград Пи областахон Пи Олимпия команда Хатарнакча Ария турнир Алоххарза Апхера Гук Псикала Ирдеркалей. Важность большая на самом деле для ребят, так как у нас в связи со всеми событиями в России мы не можем выезжать никуда, кроме республик и государств, которые с нами дружны с Россией. И, соответственно, чтобы дети видели в жизни максимум не только наша местность, Ленинградскую область, которая и так изолирована от нашей большой России. И в этот год мы решили поехать в Республику Абхазия, которая нас встретила гостеприимно. 2 дня провели, вот сейчас 3-й. Все великолепно. Адыгея республика Шипулан был команда Сесруха Рабхиза Кунахтула Ятайд. Юшук Сарабхи Ичказ, а команда и Харак Юнизки Випшукса за Ииза хоть курила и щек голов. Ну, для приобретения опыта игрового, а им нужно играть. Поехали в Абхазию, братский народ, я это очень воспринимаю хорошо. Ну, бороться они будут вообще, они адыги, черкесы, поэтому они должны проявить себя как мужчины. А турнира Ичкаючи Сышук Семье Пургаларц, а традиция Ткасча Артерс Аргуитоп, Еробас Хасто Ашук Салазарамзаза, а Чара Бжара Аспорт Аларц Рахакука Сикацана, Даша Ю турнир Рыме Бгара Аспхегуатоп. Именно в поселке Цандревш мало внимания было уделено за эти 30 лет спорту. Сегодня мы вот общественная организация САДЗ и футбольный клуб САДЗ пытаемся наших деток собрать в кучку. Почти 200 детей сегодня занимаются футболом, еще есть желающие, но просто финансовые возможности не позволяют, чтобы тренерам платить. У нас также есть 2 детские девичьи команды по волейболу. Сегодня участвует в основном Гагрский район, Киарас, Гагра, Садз. И спасибо большое, откликнулся Абазг Сухумский. Они тоже к нам приехали. Ну, надеюсь, столица тоже как-то, и Абжуйская Абхазия тоже обратит внимание на Цандрывш, что здесь тоже занимаются спортом, что здесь сегодня спорт развивается, именно детский. И мы бы хотели и сами туда поехать, например, в Абжуйской Абхазии наши дети никогда не были, чтобы поехали в Очамчиру, там побывали, чтобы к нам приехали, увидели, что поселок Цандрывш – это абхазская земля. Ария турнира он пихара хазыбшуб зиграб хедзейнер гыланы алла хулашы заги хаш трескум атшыныр рыкурыз чырцыпха и натышные сгуйтит Цандрывш пеші пулан полт клуб САДЗ азықаты горам
пкен. За последние годы это, наверное, первый турнир, где в Абхазии проводятся турниры с участием российских команд. И это очень приятно. Это важность турнира. Говорится о том, что мы хотим развивать футбол, детский футбол, то есть чтобы к нам приезжали люди, наслаждались этим, довольствовались и приятно совмещались с полезным. Мы готовились очень долго, тщательно, хотели проводить его еще и в том году, но так как были какие-то казусы, и всегда у нас какие-то моменты, решили провести все-таки в этом году. Айхабырат команда курза турнир Рашарам завяжи канза имя пыслой. Айцбырат верзе Рашарам завяжи бишбразе харкушахой. Ареус мебга пяичка аралар шахет. Апснаванткара ача русской. А спортер зафанткара пейлакой. Гагра район Ахадаре. Гагра район Изара депутат Сюзана Томасяны Рацхрара Алла. Сария Курцхепха Даурц Алкия, а спорт Адонез. Уажу гішуда галойтай гуам тайтпия бокса за чемпион интерконтинентал Махая Яйс Давид Амачбайч Шажера. А спортсмен Хайч Шажера Жадазад галит и Мариам Хаджаба Дуй Ахамик Заризцу и спорт мя. Давид, на сегодняшний день тебе всего лишь 19 лет, и ты сегодня уже являешься чемпионом мира. Ты являешься обладателем чемпионского титула по тайскому боксу. Ты завоевал пояс интерконтинентального чемпиона. Расскажи, как был твой путь к этой вершине, как проходил твой путь? Мой путь проходил, получается, я записался на секцию тайского бокса, когда мне было 12 лет. Я пришел туда с братом, меня потянул старший брат, который также занимался вместе со мной. Тренировался усердно, и тренер увидел во мне потенциал. Тимураз Гергидава, за что я ему очень благодарен, что он по сей день в меня вкладывает большой труд. Тренировался очень усердно, выезжал на турниры различные, выигрывал, проигрывал, побеждал. Все бывало. Первый мой турнир проходил в Сочи. Я тогда поехал на турнир, взял 2 место. Тогда тренировался 3 месяца всего лишь. И тренер более начал усердно тренироваться со мной, больше начал внимание обращать на меня. Мы утром тренировки добавили, тренировались и так становились сильнее. Об этой поездке, что хочу сказать, мы планировали ее уже 4 года. Никак не получалось у нас туда поехать, в Таиланд. Нам многие помогли финансово, морально, оказали много поддержки. И за что я хочу сказать большое спасибо всем, кто участвовал в этом, что мне помогли поехать туда. А прежде чем поехать в Таиланд, твои сборы проходили соревнования в Москве, да? Или в каком городе проходили сборы? Сборы проходили в самом Таиланде. Перед Таиландом я здесь готовился с Суоми, с тренером. У нас были 2 тренировки в день, мы готовились. Потом полетел в Таиланд. В Таиланде тренировался больше месяца перед боями. Потом тренировался я в Пхукете, зал Веном, может, знаете, вы слышали. Это один из лучших спортзалов в мире. Тренировался там с различными чемпионами мира, с различными чемпионами организаций разных. И, в общем, тренировался, и мне предложили бои в городе Пхукете. Полетел я в Пхукет, тренировался там, и предложили бой мне в Пхукете против англичанина. В первом бою я одержал победу досрочно в 3-м раунде. После этого меня заметили, предложили бой против тайца, сразиться с их тайцем. Он очень был хороший, достойный соперник. Он уже давно у них боксировал. И мне предложили бой за титул с тайцем. На что я сказал, без проблем, но для начала я должен созвониться со своим тренером. Позвонил тренеру, объяснил всю ситуацию, сказал, предлагают нам бой за титул, что скажете? И он сказал, Давид, это то, что мы хотели, принимай бой, соглашайся. Я сразу дал им ответ, что мы готовы, мы будем боксировать, мы будем биться. Они назначили дату, 30 мая я одержал победу над тайцем. Бой проходил 3 раунда по 3 минуты. В первом раунде я финишировал его, во 2-м раунде отдал. Устал за то, что и в 3-м раунде собрался всеми силами и забрал 3-й раунд и одержал победу над тайцем.
А вот перед боем какие у тебя наставления твоего тренера были? Вот как он тебя готовил к бою? О чем вы говорили? Тренер, который меня готовил именно на эти профбои, я готовился на этот бой в Таиланде, мне подходит тайский тренер и объясняет весь бой, что он может сделать, что у него коронная считается приемы. Я объяснил то, что он более локтями больше работает, надо ближе к себе руки держать, высоко. И я послушался его и сделал то, что он мне сказал. И он был очень удивлен, то, что я начал работать локтями больше, чем мой соперник. Те секунды твоей победы, вот как они в тебе проявились? Когда закончился третий раунд, я поднял руки очень высоко, чуть ли не до небес. То, что я очень надеялся, что мы одержим победу в этом бою. И я попросил, чтобы на мне одели футболку Абхазия, там флаг, герб и это Абхазия надпись. Я с гордостью эту футболку одел, потом на меня одели наш флаг и подняли мою руку и одели этот шикарный пояс на мою талию. И я был очень счастлив, что именно я поднял абхазский флаг. И для меня это было целое не то что гордость, а вот всего себя я не просто так отдал. И, наверное, вот после твоего боя сразу с твоей родины начали поступать звонки, естественно. Да. Кто первым тебе позвонил? Первый позвонил мне тренер. Я ему как поднялся наверх в переодевалку. Даже у меня очень травмировался локоть. У меня были фингалы, так скажем, очень потный, уставший такой. Поднялся наверх, хромой, косой, так скажем. Поднялся и звоню тренеру. И он задерживает дыхание. И что, Давид? Я говорю, мы победили. И я ему показал пояс, он очень сильно обрадовался. Там стали все наши тренера, вся наша команда. Они очень обрадовались. Они находились в тот момент в спортзале. И они мне такие слова сказали, то, что я не смогу даже вам сказать, насколько они были приятными и от всей души сказаны. Естественно, ты уже находишься на уровне мировых спортивных звезд. После твоей победы поступили ли к тебе предложения? Предложили мне, получается, сразиться в РВС, такая одна из лучших организаций в мире по тайскому боксу. Предложили там сразиться в четверке, в гран-при, так скажем. Там ты боксируешь, у тебя рейтинг все становится выше и выше. Если ты побеждаешь, проявляешь себя в этой организации, то тебя могут заявить на одну из лучших организаций в мире, которая называется One Championship. Оттуда все выходцы из РВС, где мне предложили боксировать. Я думаю, что в октябре мы направимся обратно туда, либо в сентябре, либо в октябре. Что-то из этих чисел. От этого вот ты будешь где тренироваться? Я буду проходить сейчас тренировки. У меня есть плотный график. У нас будут 2-3 тренировки в день. Сейчас у нас очень плотный график с тренером и вообще с тренерским штабом. То, что меня будут очень плотно готовить. И буду выезжать в Сочи, и там спарринги тоже проводить. И поедем в сентябре, либо в октябре в Таиланд. А вот что самое главное для победы? Какими качествами должен обладать спортсмен? Именно в этом спорте, вообще в боевых видах спорта, я считаю, лично мое мнение, если у тебя нету характера, именно вот это в твоем сердце, если нету характера чемпиона, чтобы ты мог получать и чтобы ты мог, так скажем, бить. Если у тебя нет характера, в этом спорте тебе делать нечего, потому что там в первую очередь смотрят на твой характер. Если у тебя характера нету, значит, тебе не нужно туда идти. Не было ли у тебя вообще когда-либо мысли за этот период времени, пока ты занимаешься тайским боксом, вот оставить этот спорт? У меня очень много было таких ситуаций, то, что я хотел бросить, завязать, со всеми ругался, бывало. Бывало то, что домой приходил, то, что, все, я больше ничего не хочу. Мои родители мне не давали шанса, чтобы оставить, потому что уже много чего в меня вложили, и уже это нельзя так оставлять.
С тренером бывало тоже, так скажем, ну, что-то не шло, говорил тренеру, больше не хочу. Тренер все равно давал напутствие мне, за что ему очень сильно благодарен. И мы справлялись с этим. У спортсменов, профессиональных и вообще любителях очень частое явление, что спортсмен выгорает. Это очень частая ситуация. Это тот момент, в котором ты не должен вот сдаваться и идти вперед. Это тот момент, когда вот твои тренировки, твои действия, что бы ты ни делал, они идут тебе в плюс. Потому что в твоей голове посещают такие мысли, которые хотят, чтобы ты сдался, но при этом ты все равно усердствуешь и становишься сильнее и намного лучше. А на будущее какие у тебя планы? Вот какая твоя самая заветная мечта на твоей карьерной? Моя мечта, скажу вам так, то, что я хочу попасть в лучшие организации мира, так скажем, One Championship, UFC, может, слышали. Это вот прям моя заветная мечта. Если добьюсь таких высот, ну, все равно сказать, спорт не вечен, с собой ты его не принесешь, и в дальнейшем это уже ближе к старости, так скажем, когда закончу свою спортивную карьеру. Ты будешь заниматься тренерской деятельностью? Я не то что с тренерской деятельностью, я хочу больше молодежи заинтересовать спорту. Хочу, чтобы у нас молодежь, не только молодежь, вся Абхазия хочу, чтобы жила, процветала именно в хорошем смысле. Спорт, и так говорят, спорт – это жизнь. И хочу ставить спортивные площадки, спортбазу хочу построить. Это моя вот из задачи, так скажем, цели – построить спортбазу или спорткомплекс, чтобы наши спортсмены, наши достойные ребята имели все возможности, имели все условия, чтобы вставать на лучшие и на самые лучшие пьедесталы в мире. Какие у тебя были ощущения, когда уже вот по возвращению тебя на границе встречали твои братья, друзья, родственники, весь, скажем так, весь коллектив, сообщество, да. Мне было очень, знаете, как я такой парнишка скромный, когда тренер сказал, достань пояс, подними его наверх, я чуть засмущался, так скажем. И их увидел, я их 60 дней не видел, 2 месяца их не видел никого. Я вот прям очень был рад, что вот так меня встретили всем коллективом. Там были мои друзья, мои тренера, мои родственники, братья мои младшие. Это было мне очень приятно, настолько, что я даже словами не смогу описать вам, как это было мне приятно. Вот ты находился 2 месяца вдали от дома, от родных, и самое главное, от родителей, да? Вот как реагировали на это вот мама больше всего, да, обычно переживает? Да, мама это наш самый великий чемпион. У каждого спортсмена есть сильная мать, так скажем. То, что мама у меня такая боевая, так скажем, то, что она мне не дает слабину, всегда меня настраивает, всегда дает мне ход на бой, так скажем. И, в общем, я еще хотел остаться там, в Таиланде, на что мама вообще никак не отреагировала. Говорит, мы еще тебя оставим там, тренируйся. Поддержала она меня в этом. Но сложились такие ситуации, то, что я приехал, сейчас мы здесь будем тренироваться и обратно улетим. И мама в плане этого всегда меня поддерживала. Любой мой выбор моя мама поддерживает. Если обдумав все, вообще проблем нет. Ну а так родители все равно очень сильно скучали. А вот на сегодняшний день как ты оцениваешь вот свое состояние здоровья? Состояние здоровья отлично, ни на что не жалуюсь, все работает, так скажем, на 5 с плюсом. Никакого у меня нет, там, например, такой серьезной травмы. Ну, еще ничего не тревожило меня. У меня бывают разный режим, разный комплекс. То, что я могу пробежаться по нашей любимой набережной. Иногда могу пройти на республиканский, так скажем, старый стадион. Там бегаю я тоже, друзей тоже подтягиваю, которые даже не занимаются без разницы. Я тяну всю любую молодежь. Главное тот, кто хочет. Твое пожелание вот молодым людям, которые сегодня абсолютно далеки от спорта, не занимаются спортом, вот что ты им, какие наставления ты им? Я хочу сказать, что неважно, ты станешь чемпионом, не станешь, хочешь ты стать великим бойцом, там, ну,
если ты даже этого не хочешь, и просто сидишь на диване, так скажем, и куришь сигареты или проходишься по набережной, оно вам не надо. Приходите лучше в спортзалы, тренируйтесь, неважно какой вид спорта. Главное, занимайтесь. Неважно, станете вы чемпионом или нет, я вас буду очень сильно рад видеть. Я поддерживаю всех спортсменов, именно то, что неважно какой вид спорта, иногда так кто-то спорит, футбол, баскетбол, бокс, кикбокс, я понимаю, борьба. Я поддерживаю любой вид спорта. Главное, чтобы он был правильным, чтобы не было что сегодня вот отдохну, завтра тоже отдохну, а послезавтра я пойду на тренировку. Нет, ты должен тренироваться стабильно. Это в первую очередь твое здоровье, не чужое. А здоровье – это самое главное, что у нас есть в жизни. Спасибо тебе за победу, за общую нашу победу. И в дальнейшем желаем тебе только успехов. Спасибо большое. Спасибо за беседу. Спасибо большое. Вам тоже спасибо за беседу. Акареп сотили хопшча, нехету иха программа, абартажа пшкурылы еще гылан. Шаре харе хайбабойт яйва ахваша. Абзераз.